есть ряд вопросов, наверное, которые беспокоят не только нас, руководство, но и народ, и в целом всю страну. Попытаемся найти какие-нибудь, может быть, объяснения всему тому, что происходит, что у нас, как обстоят дела. За период с ноября по текущее время декабря нам удалось приобрести российского перетока в общем объеме порядка 165 миллионов киловатт-часов на сумму 655 миллионов рублей. Эта сумма у нас состоит из двух составляющих. Это сумма, которая была уплачена непосредственно за счет средств РУПа «Черноморэнерго», это 200 миллионов рублей, и за счет дополнительных субсидий из республиканского бюджета 455 миллионов рублей. С 1 ноября запланированный объем перетока мы начали получать в рамках контракта, который был ранее заключен, согласован. В чем проблема возникла? Проблема в нехватке денежных средств на оплату электроэнергии, в частности из Российской Федерации. Безусловно, мы планировали, что переток потребуется, планировали его объем, был заключен контракт по согласованной цене, все эти мероприятия были ранее проделаны. Проблема в том, что в стране, я сейчас не разделяю средства Черноморэнерго, средства республиканского бюджета, назовем это государственными ресурсами. Государственных ресурсов оказалось недостаточно. Понимая, что в рамках своего финансово-хозяйственного положения Черноморэнерго не сможет покрыть весь коммерческий переток, мы планировали, безусловно, что из республиканского бюджета будут осуществляться субсидии, выделяться субсидии на покрытие перетока. Но, к сожалению, 15 ноября и все последующие события, которые возникли, чем они нам помешали именно в этой ситуации. Ввиду приостановки российской финансовой помощи, мы столкнулись с проблемой, что средства, которые резервировались, средства, которые планировалось направить на оплату перетока, были направлены на выплату заработных плат, осуществление социально важных расходов из республиканского бюджета. Этим и объясняется дефицит денежных средств, с которым мы сегодня столкнулись. Если бы мы получили ту финансовую помощь, которая сегодня приостановлена, а это порядка 1 миллиарда 800 миллионов рублей, для точности информации хочу, чтобы мы сразу от этой суммы отминусовали 600 миллионов рублей. Это деньги инвестиционной программы. Понятно, да? То есть, если деньги на инвестпрограмму не пришли, соответственно, никакие расходы на инвестпрограмму не осуществлялись. Но более 1 миллиарда 150 миллионов рублей – это средства, которые были замещены нашими собственными доходами, которые поступали. Это к вопросу о том, что задается абсолютно разумный, рациональный вопрос. Констатируя о том, что основные администраторы доходов – это Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет, выполнили уже свой годовой план и показывают очень хорошие результаты. Плюс все остальные администраторы тоже в отдельности, если брать, есть те, которые уже выполнили свой годовой план. Почему тогда не хватает средств? Не хватает средств, потому что собственные средства были направлены на замещение тех расходов, которые должны были осуществляться за счет финансовой помощи Российской Федерации. Если... Вы тоже сказали, 15-го нам помешали, и вы начали говорить, что было приостановлено финансирование. Я имею в виду... Когда финансирование было приостановлено в сентябре месяце? Частично, на 700 миллионов рублей. Адгур Федорович, дело в том, что если бы
приостановленное финансирование ограничилось на 700 миллионах, которые были приостановлены, да, с 1 сентября, то я думаю, что мы бы силами своего бюджета вытянули всю оставшуюся часть. Тенцук Эдуардович, по поводу перетока, мы говорим, что с 1 ноября он был, но я мне, насколько помнится, ночной переток у нас и раньше был, наверное. Что вы имеете в виду? Ну, ночью. Вот. В октябре месяце грузинская сторона в целях сохранения уровня воды в Джварском водохранилище приобрела 77 миллионов киловатт-часов у Российской Федерации и обеспечила нас. За этот объем электроэнергии мы ни рубля не платили. Поэтому я проинформировал о том контракте, который заключили мы, Черноморэнерго, Интеррау. То есть это был объем, который нам предоставили с той стороны. Сегодня в том режиме, в котором позволяют мощности Ингургэса обеспечивать электроснабжением Абхазию, это пресловутые 2 часа 40 минут, это в дневное время с 7 утра до 9 вечера. Вот. Более того, я думаю, не секрет, многие знают, из-за режимного характера, так скажем, вчера они просили даже уменьшить и тот объем мощности, который мы забираем у них. Но тем не менее мы сегодня идем на уровне 110 мегаватт, которые получаем в дневное время. Возможности Ингургэса ограничены очень сильно на сегодня. И уровнем воды ограничены, естественно. Вот. Тот социальный переток, который сегодня, не социальный переток, извиняюсь, тот переток, который в ночное время осуществляется со стороны Российской Федерации, он у нас включается в 9 часов вечера и до 7 утра. Ну и посуточно обходится это государство сегодня, ну, в среднем 8,5 миллионов рублей. Это для того, чтобы сегодня вот в таком режиме обеспечивать Абхазию электроэнергией. Как будут дальше развиваться события, не знаю. Ожидаются какие-то осадки, 2-3 дня. Даст ли это какой-нибудь существенный прирост уровня на плотине, не знаю. Значит, многие спрашивают, да, население Абхазии, там частый вопрос, идут дожди, почему уровень не поднимается. В силу того, что водохранилище находится высоко в горах, те осадки, которые у нас выпадают дождем, там они выпадают большей частью в виде снега. Вот. Знаете, что уже практически вот конец декабря, так скажем, зима, и там ночью достигают температуры значений до минус 10 иной раз. Вот, заморозки идут. Этим все обусловлено. Просто интересно, какой план у нас, какая стратегия выхода из этого кризиса сейчас, и что мы уже сегодня сделали, чтобы завтра у нас не было этой же ситуации. Давайте сначала скажу, что было предпринято, что было сделано. К уровню потребления 2022 года за 2023 и за часть этого 2024 года у нас было снижение потребления на 400 миллионов киловатт-часов по республике. Тот сложившийся дефицит, который был в миллиард, да, практически там 900 миллионов, 400 миллионов мы сумели сократить. Значит, если идти по статистике, значит, начало ноября до 14 числа у нас было минус 15 миллионов потребления к ноябрю прошлого года. Потом произошло резкое похолодание. На 10 градусов была ниже температура по статистике, чем было в прошлом году. Вот, и резкий рост потребления во всей республике. И на сегодняшний день мы идем с таким потреблением. Значит, была проведена определенные замеры. Значит, сегодня майнинга, да, о котором мы говорим, это где-то было неделю назад, может быть, чуть больше, было зафиксировано 40,5 мегаватт потребления майнинга у нас в республике. Значит, на сегодняшний день, могу вам сказать, после очередного, где-то 20 мегаватт вышло из работы сегодня в республике. Значит, наполовину работа майнинга уменьшилась у нас сегодня, но, к сожалению, при сегодняшнем сложившемся дефиците это большого эффекта нам не дает. Вот. Кто-то
видя ситуацию, по совести отключил, у многих изъяли, вот. Но еще многие продолжают работать. Значит, работы в этом направлении ведутся усиленно, работают и днем, и ночью, и в выходные дни. И я вас уверяю, что я думаю, что к большей части мы все-таки же дойдем, и эти машинки будут прекращена, будет работа этих майнинг-машин. Лохно, да, вот неделю назад майнинг-ферму Шайт, да, 51 аппарат. Вот там вообще возможно, что человек сам мог подключиться. И есть такая информация, говорят, что это не первый раз там находили такую майнинг-ферму. Вообще возможно, что обычный человек может подключиться, вот такую ферму поставить, 50 аппаратов. Хочу от вас услышать. Я не могу сказать, кто конкретно подключал данную ферму, но я вам скажу другое. Это сообщество людей, которые занимаются майнингом, у них давно уже сформированы свои люди, свои бригады, свои монтажники, которые проделывают эту работу по подключению. Потому что все, которые сегодня являются специалистами, не обязательно они что являются сотрудниками, допустим, Черноморэнерго или какой-то там сетевой компании. Летом мы не могли отключать, значит, электричество, было тепло, хорошо, мы не отключили, зимой, значит, пришлось нам отключать. Ну, как вы вообще на это смотрите? В 2022 году была такая практика. В разгар курортного сезона в ночное время по 2 часа отключали электроэнергию. Вот, пожалуйста, сидят специалисты, они вам более подробно об этом расскажут. Ни к чему это не привело. Объясню, почему не привело. То, что мы с вами летом экономим, общая диспетчеризация, да, которая и управляет комплексом Ингургэс, в случае появления возможности выработать и продать электроэнергию, я имею сейчас в виду Грузию, значит, в какие-либо другие страны, они этим пользуются. То есть это мы тоже проходили. Как один из вариантов, и в этом году мы рассматривали, но пришли к единому мнению, что это нам ничего не даст. Отключая у себя летом свет, мы никакого эффекта от этого в зимний период не получаем. Если технически как это происходит, Тимур Иванович может вам рассказать. Далее, по второму вопросу. Вот вы подняли вопрос ответственности. Вот я бы хотел уточнить, ответственность за что? За наличие майнингов в стране? Так, с вашей помощью, значит, в рамках действующего законодательства, этот вид деятельности на сегодня незаконен. Он предусматривает и административную ответственность, и уголовную ответственность, когда объем потребления электроэнергии составляет свыше 300 киловатт-часов. Соответственно, если мы говорим об ответственности, да, то ответственность несет тот, который незаконно установил и майнит, да, он должен нести ответственность. Если мы говорим об ответственности тех энергетиков, да, специалистов, которые подключили, ну вот Тимур Иванович дал информацию. Я, Демур, тоже с момента, как был назначен на эту должность, очень жестко ставил позицию в отношении энергетиков. Несмотря на то, что это подведомственная мне, значит, организация, я очень жестко спрашивал и руководства Черноморэнерго, и с начальников всех РЭСов. Вплоть до того, что я их обвинял, в прямом смысле обвинял, что они знают, где, у кого, какие крупные майнинг-фермы находятся. Эта деятельность имела определенные результаты. Вот мы совместно с Тимуром Ивановичем, там, где удавалось получить информацию о том, что есть майнинг-фермы, мы совместно с правоохранительными органами все эти объекты были ликвидированы. И эта работа, она не прекращалась.
Просто в летний период, когда значит, нет такой проблемы, да, с дефицитом, когда тема энергетики меньше интересна людям, это меньше освещается в средствах массовой информации, это меньше освещается там, я не знаю, на совещаниях, но эта работа проводилась. Я не знаю, есть ли у вас эти данные, вот, пожалуйста, могу проинформировать. По результатам этого года, только этого года, до 1 декабря 2024 года официально надзорным органом, в данном случае энергонадзором, изъято более 1600 машинок. Если быть точным, 1616 машинок было конфисковано. Они изъяты за 2024 год, только за 2024 год. С 2021 года эта цифра составляет больше 10,5 тысяч. 10 578 машинок было изъято. Теперь, что касается того, что на складе. На складе на сегодняшний день 4223 машинки было на 1 декабря. И плюс вот с 1 декабря то, что изъяли, порядка 250 машинок тоже с половиной, так скажем, да, 4,5 тысячи находятся на складе. Регулярно на складе производится инвентаризация, значит, комиссионно выезжают туда люди, проверяют. А остальные 5 вот вы говорите. Теперь, что касается остальных 5. Как вам известно, до того момента, как вы внесли поправки в КоАП в феврале этого года, наше законодательство предполагало административную ответственность в виде штрафа, но не предполагало конфискации. Судебные органы в установленном порядке, назначив штраф нарушившему закон, человеку, который майнил незаконно, выносила решение по штрафу, но одновременно с этим принималось решение о возврате имущества, так как данное оборудование, данные машинки являются имуществом. Не для публичного, для информации, но значит, нашими уполномоченными органами, даже в разрез принятых судебных решений, не возвращались эти машинки, понимая, что они попадают опять в оборот, их опять устанавливают. Слава Богу, благодаря вам этот вопрос снят. С февраля месяца, с момента, как КоАП был изменен, и санкция с части штрафа перешла в часть конфискации, ни одна машинка значит, из вот этого количества, которое было изъято в 2024 году, официально зарегистрирована, не возвращена. Сколько, кроме Ингургеса, действующих объектов генерации малой и средней, неважно, сколько генерирующих частных, неважно, государственных, в аренде, и сколько бы то ни было, сколько этих объектов действующих, да. Вопрос о Кавкасионе. Почему скажу? Потому что у нас есть данные. Последний платеж в Кавкасионе был в 2013 году 80 миллионов. Потом с этого года, значит, все покрылось мраком. Почему мы сегодня, как страна суверенная, через которую проходит Кавкасионе, одни продают, другие покупают, и в этом процессе мы, как транзит, страна, ничего не имеем. Если имеем, то кто имеет, сколько имеет и в какой карман себе ложит. Вот 3 вопроса. Спасибо. В нашей стране существует с советских времен порядка 23 малых ГЭС. Из них наиболее значимыми, так скажем, являются это каскад 3 перепадных по 40 мегаватт, которую... Я знаю, кто я имею в виду. Вот сейчас действует. Здесь Хамнеевый, Ган Валерьевич, Ванзик Хамнеевый. Из известного мне, значит, я вам расскажу. Из действующих на сегодня малых ГЭС является самая крупная, так скажем, ГЭС Сухум ГЭС с значит, номиналом 18 мегаватт. Это объект
погоду. Номинал, не погоду. Это номинал. Годовой сколько у нас? Средний 9 у него. Сколько? 9 мегаватт. 9 мегаватт по году получается. Вот. То есть это не зависит от пики или мало, в смысле? Средний выводится. Годовой выводится. Среднегодовой выводится, да. Из, значит, остальных малых ГЭС, которые у нас на сегодняшний Два день... ГЭС сегодня в работе, это Джерпа ГЭС и Багнар ГЭС мощностью 600 киловатт один и около мегаваттов второй. Багнар ГЭС имел собственность муниципальную в советское время, это значит администрации города Гагры. А Джерпа это была районный ГЭС. Они работают сами на себя, так скажем. Вот. Но А это буквально... возможно, да? Буквально на прошлой неделе мы получили 2 письма от собственников этих ГЭСов, в которых они пишут, что они приостанавливают всю свою деятельность и готовы передать всю выработанную электроэнергию в сети Черноморэнерго. Ну, частникам мы обязывать официально не можем, но в такой тяжелый момент, конечно, ну, люди должны Да. быть благоразумны. Они сами обратились, попросили организовать техническую схему для присоединения к нашей системе, чтобы Это возможно? Сейчас прорабатывается вопрос технического присоединения к системе и стабилизации выработки. Надо выработать правильный режим. Сегодня Сухумгес сколько дает? Сухум ГЭС с 5 числа полностью приостановил свою деятельность и всю мощность передает в сети Черноморэнерго. По-разному. Значит, начиналось с 7, на сегодняшний день там до 10-12 мегаватт. Все зависит от притока. 7 миллионов киловатт-часов в месяц. Все, что может. Буквально позавчерашняя запись. Дошло, люди снимают что-то, славят. Там просто трансформаторы будили, я насколько увидел. Кан Валерьевич, Дело мы знаем. я слышал про эту публикацию. Более того, туда съездили наши ребята, посмотрели, ферма не работает. По Кавказьон я продолжу, если вы позволите. Значит, совершенно верно, Кан Валерьевич, вы сказали, что ранее в нашей стране была такая практика. Именно в 2012 году был заключен контракт между Интеррао и Черноморэнерго. Да. Предметом контракта являлось техническое содержание вот этого участка линии, который проходит по нашей территории. Это порядка 32 километров. Вот. Что такое техническое содержание, если есть необходимость, Тимур Иванович объяснит. То есть это определенные мероприятия, обязательства, которые берет на себя Черноморэнерго, чтобы линия, значит, находилась в рабочеспособном состоянии в случае возникновения, да, каких-то технических потребностей, чтобы специалисты оказывали содействие работе линий. И вот за эти услуги, которые оказывает Черноморэнерго, соответственно, платились деньги. Что произошло далее, мне неизвестно, вы правильно говорите, с 2014 года эта история закончилась, были различные попытки, я, насколько знаю, мы как-то с Асланом Басари общались по этому поводу, но ничего не удалось с этим вопросом решить. Могу сказать за свой период. Тимур Иванович был вместе со мной на моей первой встрече с заместителем министра энергетики Российской Федерации. Я этот вопрос поднял. Безусловно, преследую одну цель. Понять, почему имущество, находящееся на территории Республики Абхазия, которое используется, да, для передачи электроэнергии, для еще каких-то целей, не приносит или единому оператору доход, или государственному бюджету. На что получил следующий ответ. Данная линия находится в хозяйственном ведении грузинской компании, и мы к ней никакого отношения не имеем. Контракт был разорван. А мы можем заполучить тот контракт? На сколько? На год, на два? Вообще сам контракт мы можем получить? Да, копию контракта сделайте, запрос мы вам предоставим, Вот, вообще не вопрос. комитету пришлите на Абаду Вообще, это не секретная информация, предоставим. По линии Кавказионе на сегодняшний день она не состоит на балансе у Ингургэс. А у кого она на балансе?
На Осетии, Грузии. В договорных отношениях у нас с ними быть не может официальных, правильно? Вы говорите, вот только что вы говорите, что вы все получали, грузины нам оплачивали, а вы говорите, что вы не можете. Не. Официально. Разные вещи. Неофициальных с грузинской стороны у нас ни одного договора нет. Правильно? Вы же знаете, Сами решите, какие проблемы? Какая разница, как вы решите? Решите нам с этого вопроса. Был подписан договор между Интеррао и абхазской стороной. Вот сегодня какая-то авария на ней произойдет. Кто ее обслужит? С Грузии приедут специалисты? да, именно так и происходит. На сегодняшний день специалистов уровня такого, чтобы обслужили эту линию при серьезной какой-то неисправности, честно говоря, у нас нет. В 13-м было. Да. Потому что люди постарели, уехали, рассчитались, поменяли место работы. Уважаемые коллеги, мы все сидим здесь и начинаем по разным вопросам что-то политизировать, что-то не так говорить, что-то как-то, ну, в общем, у нас какой-то бардак порой происходит, и мы не можем разобраться, если честно сказать. А почему скажу? Если вы помните, приблизительно, сейчас по времени не могу, наверное, сказать, крайне 106 аппаратов, которые были вывезены из Тхуарчала. Помните, да? По этому поводу здесь многие наши коллеги, которые присутствуют, тогда на совещании присутствовали, когда я сказал, давайте позовем абхазское телевидение на всеобщее обозрение, чтобы вся республика видела. Позовем, возьмем трактора и переедем. Сейчас не буду, кто мне что отвечал. Здесь был такой очень интересный ответ. Вы что, хотите революцию устроить? Я не понял, это же надо было год тому назад бороться. А сейчас это не вас касается, это нас в общем касается. И когда мы сегодня находим крайних людей, наверное, надо чуть с себя тоже, наверное, начинать. Почему я это все говорю? Мы все это могли делать еще год тому назад, 2 года тому назад, то есть 3 года тому назад. Мы максимально старались. Мы здесь документы, законы принимали ужесточающие. Ну, имеем сегодня, что имеем. А что касается, вот мы говорим, что 8-10 тысяч аппаратов взяли, то есть судебными решениями, да, были обратно отданы, то есть людям, это же имущество, вот как до этого было озвучено. Тогда мы законом не могли конфисковать. Ну, слава богу, мы приняли закон, и все, теперь мы можем конфисковать. Но в случае того, даже что у нас сегодня действует закон о конфискации, люди занимаются добычей майнинг деятельности. И вот во всей вот этой истории, вот я же к этому снова и возвращаюсь, потому что это имеет большое значение. Мы сегодня, когда работаем, почему-то нас уводят туда, где нет майнинга. Почему так вот складывается? Я здесь не говорю, что это исполнительная власть делает. К вам, которые пришли люди, это же не исполнительная власть пришла. И я не могу сказать, что они оппозиционно настроены. И просто обычные граждане пришли, вот у них такая информация. Но эта же информация не только по Тхуарчалу идет, эта информация идет по всем регионам Республики Абхазия. И вот такой подход. Я просто наблюдаю, а мы все равно боремся с Тхуарчалом. И это касается всех, и исполнительной власти, и оппозиции, и не оппозиции, и просто общественных деятелей. Уже, наверное, просто надо эту клоунаду заканчивать, просто я больше по-другому не могу назвать. То, что я говорил ранее, мы четко прогнозировали, предвидели, что будет дефицит, что необходимы денежные средства на его покрытие и так далее. Факт отражения средств в республиканском бюджете или их неотражения имеет ряд других объективных причин. Об этом и Владимир Валерьевич говорил не раз. Теперь, что я хотел бы добавить, дорогие коллеги, ну, если вы мне, значит, как бывшему министру финансов, да, чуть-чуть поверите, то если бы даже у нас с вами деньги были в бюджете запланированы, физическое отсутствие их на счетах республиканского бюджета не дало бы нам возможности платить за электроэнергию. То есть проблема не в том, что у нас было в бюджете запланировано, не было. У нас сейчас проблема, да, с бюджетными средствами. Это единственное, вот в чем проблема. Есть в прошлом году, вот вы сами отвечаете на свой вопрос. Вы в прошлом году же тоже не планировали, но заплатили же.
То есть были бы деньги, а как заплатить, пожалуйста, есть парламент, есть правительство. У людей вопрос возникает, почему не заложили средства для того, чтобы оплатить за переток в конце года и начало года. Как мы это, могли мы это сделать или мы не могли это сделать? Вот, поэтому хочу услышать. Мы не должны были этого делать. Потому что каждый год, когда принимается решение по бюджету, да, есть компания, которая должна собирать. В конце года, когда происходят какие-то вещи, мы не можем в начале года заложить в расходную часть нашего бюджета средства заведомо, да, вот сказать, вы хотите, собирайте, мы за вас заплатим. А это средства наших налогоплательщиков. Вот из тех средств, вот сегодня говорилось министром о том, что вот да, 655 миллионов оплачено, из них 455 миллионов оплачивается из республиканского бюджета. Уважаемые коллеги, для того, чтобы оплатить 455 миллионов, это надо из других предусмотренных нашей страной ремонтно-восстановительных работ, каких-то других работ, мы должны, да, вы знаете, по всем нашим округам, какое количество проблем, и мы эти проблемы не сможем, из-за того, что мы не можем наладить эффективную систему учета, контроля, потребления и собираемость управляющей компании, мы должны все эти работы перекрыть по всей стране, которые должны были производиться, и перенаправлять средства суда. Изначально для тех людей, которые таким образом комментируют, я хочу знать, хочу сказать, что это неправильно в начале года закладывать средства за переток, потому что мы делаем не со статьи в конце года, учитывая финансовое положение, в конце года мы можем в конце, значит, года бюджетного, когда не получается, других возможностей нету, оплатить переток, тогда пересматриваем, приглашаем наших коллег, выговариваем все свои претензии к их работе, к их деятельности, тогда принимаем мы вместе с вами решение. В начале года и на планируемый очередной бюджетный год эти средства, на мой счет, на мой взгляд, нельзя закладывать. Вторая история, еще раз говорю, вторая история, вот есть наши коллеги здесь, которые из года в год говорят и требуют и просят заложить средства на приобретение приборов учета, на создание системы, по которой будет, значит, компания будет более-менее финансово стоять на ногах. Вот на решение вот подобных вопросов мы вместе с вами принимали решение из года в год оказывать помощь управляющей компании. Но, на мой взгляд, нам надо готовиться к тому, мы с коллегами это и в рамках работы и штаба, и вот при личных встречах, на всех совещаниях мы говорим о том, что к системе энергетики нам надо подойти. Ну, я думаю, что нам надо разрабатывать государственную программу, которая, да, может на 3 года, на 5 лет, на 10 лет вперед, с учетом использования бюджетных средств и установления дотаций, по которым мы будем знать, что мы будем делать с нашей энергетикой. Просто давать деньги, 200 миллионов, 300 миллионов, да, потом в конце года что-то осваивается, что-то не осваивается. Я думаю, что в этом направлении должна вестись системная, серьезная работа. В этом направлении, я думаю, что наши коллеги работают. Буквально вчера тоже вы обсуждали, да, Тимур Иванович? Нужна государственная целевая программа по решению этих задач. Уводить проблемы энергетики только в борьбу с майнингом, я считаю, не совсем корректно. Да, эта проблема есть. Но да, это устраним, не устраним. У нас проблема в любом случае остается через 5 лет. Беслан Инверович, только эта проблема создана не только, да, на проблеме майнинга. Это проблема хозяйственная, это проблема налаживания той системы, которая позволит эффективно собирать управляющие компании средства за оказанные услуги, за проданный товар, в данном случае за электроэнергию. И финансово она должна иметь другой порядок доходов, и другие взаимоотношения с абонентами должны быть. Насколько мне известно, закон обязывает вообще заключать договоры, да, с абонентами.
да, в котором оно должно все прописываться. Я знаю другую историю, по которой, если нету договора, человек, если даже задолжал 100 тысяч рублей, судебной перспективы не имеет обращения, исковое заявление в суд. И это тоже надо налаживать правоотношения между организацией, которая продает тебе электроэнергию, и тем, кто ее у тебя покупает. Мы должны к этой истории относиться как к бизнесу, как к сфере экономики, а не как к социальной сфере, которые должны из года в год, оказывается, мы должны предусматривать дотации за оплату перетока. Переток должны покупать в одной или в другой стране, а должны ее оплачивать потребители, которые используют. Вот моя позиция по этому вопросу. И в прошлом году, когда проблема была, я был крайне, да, мы не должны и не могли, и не нужно этого делать. С социальными выплатами, то есть заработной платой, у нас была бы большая проблема. Один вопрос у меня. Мы хотим отрасль энергетическую социально направленную или коммерчески эффективную? Или коммерческую? А где вот это? Да. Тогда где вот эта золотая середина, покупая по 5 рублей переток киловатт-час, как мы можем продавать его по руб 40? И о какой экономической, подождите, за экономическую, о какой экономической целесообразности может идти речь, во-первых. Во-вторых, у нас принято сегодня куча льгот по всей стране. Начиная со всех силовиков, не знаю, я предусмотрены, и я считаю, что не совсем справедливые эти льготы, которые уже не пересматривались с 1994 года. Нет, подождите, ни разу эти льготы не были компенсированы нашей отрасли. Ни разу. Ни один раз, ни одного рубля мы не получили по тем льготам, которые предоставили нашим гражданам, которых... Да, ни один раз. А кто на очередной бюджетный год, если государство установило льготы, да, порядок этих льгот заложить на ваше министерство, на покрытие этих льгот? Мы так и так дотации по 200 миллионов делаем. Мы можем их переписать в оплату льгот. На самом деле в нашем законодательстве есть ряд социально, значит, так скажем, нуждающихся категорий лиц. Есть не нуждающихся, но в силу определенных там чинов, службы и так далее, они пользуются льготами. Явный тому пример последний закон, принятый вами о ветеранах нашей Отечественной войны. В этом законе, принятом вами, четко прописано, что эта категория пользуется льготами, в частности, по коммунальным платежам и по оплате за электроэнергию в размере 30%. Четко в этой же статье, в этом же законе, в статье 6, если мне не изменяет память, написано, что все, нет, наоборот, что все вот эти социальные гарантии государства, коими являются вот эти льготы и так далее, осуществляются за счет средств республиканского бюджета. Выставляете? Ну, вот я к этому иду. В этой связи, как только я, значит, ознакомился с данным законом, не трогая остальные, вот этот приняли, думаю, вот по нему начнем работать. Я даю поручение Черноморэнерго в соответствии с принятым законом, оставим все остальные, там большая неразбериха, вот есть закон, подготовить мне список абонентов, которые у вас... Подготовить список абонентов, которые пользуются этими льготами, посчитать приблизительно, какой объем средств нужно будет заложить на 2025 год. Тимур Иванович, вот то, что... Ответьте, пожалуйста, почему в данной ситуации и какие проблемы существуют, вам такую информацию посчитать... Понятно. Там чуть-чуть из законодательного характера. У нас есть порядок осуществления льгот. Вы не оказываете льготу, пока эта льгота не гарантирует конкретное государственное учреждение. Вопрос по закону. В законе написано, что льготы предоставляются категории ветеранов нашей войны. Кто, значит, попадает под эту категорию? Абонент, у которого в доме проживает ветеран, попадает под эту льготу? Я звонил... Нет, там написано ветеран.
Ветеран. Если это дом, если домохозяйство этого ветерана, да, он получает. Вот это ваша позиция. А председатель комитета и я, в том числе, считаем по-другому, что льгота ему положена только если он абонент, на него оформлен договор. Но вы сейчас говорите, если он проживает. Домохозяйство, еще раз говорю, А если просто проживает? значит на него Просто проживает. Вот в чем вопрос. Вот обрезоп, обреза цара квартирцит, прав, и в понимании закона. А ей. быстренько, если какие-то нужды, раскрыть эту тему или внести, значит, вывезла в право применения определенные проблемы. Мы с вами стыкуемся, быстренько мы ее устраним. По закону никто не будет платить, потому что в каждой семье будет жить ветеран. Везде есть таможник, везде есть милиционер, везде есть Минобороны человек. Эти все льготы надо снимать. И в этом законе тоже это надо снять. Лучше мы ветерану добавим пенсию, и он сам потом оплатит коммунальные услуги и все остальное. Чем считать, находить, мы ничего нигде не найдем, это практика показала. Вот сейчас последний раз нам говорили, что счетчики устанавливают. За 5 лет установили около 30 тысяч или 20. 26. 26 На тысяч. текущий момент. Около 26. Но осталось еще 5 тысяч на складах. Это потому, что не дали подряд другим, только сами должны сделать и не успели. Или это технически невозможно, это просто вопрос. Значит, по приборам учета. К сожалению, работу по установке приборов учета мы вынуждены были приостановить ближайшие уже, я не знаю, вот как пошли у нас проблемы с электроэнергией. Как только мы вошли в жесткий график, у нас пошли проблемы, ребят. Значит, очень скорость вообще установки прибора учета у нас уменьшилась в силу того, что предподготовленных мест для установки приборов учета у нас практически не осталось. Значит, приходить и устанавливать счетчик на пустое место, где стоят старые опоры, ветхие провода, непригодные для работы подстанция там, сельского, городского типа, не важно. Где мы устанавливаем эти приборы учета, мы там все это параллельно приводим в порядок. Вот. И я вас уверяю, что если бюджет выделил там, условно говоря, в среднем 7-8 тысяч на приобретение прибора учета, то значительно дороже обходится сама предподготовка самого места установки прибора учета. Потому что наше электрохозяйство в разных районах, вы знаете, практически везде одинаково ветхое, изношенное. У вас у каждого есть свои избирательные участки, вы знаете, в каком состоянии находятся наши сети. Да. И тот объем работы, который мы проделали для того, чтобы установить то количество приборов учета, которое сегодня стоит, это нам стоило очень-очень больших усилий, как физических, так и финансовых, чтобы было понимание. Это не так просто происходит. Пользуясь случаем, хочу вернуться к Вианор машинам, автотранспортной технике, о которой был разговор. Значит, хочу сказать, что на начало 2023 года, когда мы начали там работать, у нас на ходу была всего одна автовышка. Автовышка. Помимо того, что мы отремонтировали неисправные вышки, мы приобрели еще 2 автовышки. В Ачамчирах одна, но это не значит, что здесь их двоих нет. Сюда привели в центральный аппарат. Значит, наши все бригады, которые занимались оперативным обслуживанием, это и линейщики, и релейщики, и все остальные службы, для которых имеет очень большое значение время, оперативность, выезд ночью, днем, были обездвижены. Они ездили на старых УАЗиках, которые ломались, день, 3 дня ремонтировались, потом выезжали и зачастую не доезжали до места. Значит, мы приобрели 4 машины L200 новые. Мы приобрели 3 машины Kia Bongo повышенной проходимости. Мы приобрели, еще раз повторюсь, 2 автовышки. Мы приобрели для всех служб машины повышенной проходимости. Покупали их по 700, по 800, по 900 тысяч рублей, по 500 тысяч рублей, лишь бы машины двигались. На сегодняшний день наш состав, да, личный состав Черноморэнерго, он стал подвижным, стал мобильным.
Значит, хочу сразу сказать, что все средства, которые мы потратили на приобретение этих машин, это были наши средства Черноморэнерго. Мы ни одного рубля не взяли ни в бюджете, ни где-то на стороне. Это те деньги, которые мы собрали. Вот. По процентной собираемости вы сегодня говорите о том, что 46% это мало. Когда мы приступили к налаживанию работы сбыта, у нас был показатель в районах 32%. Уверяю вас, что на фоне повышения тарифа, после повышения тарифа обычно платежная дисциплина падает, да, так скажем, люди привыкают. Несмотря на то, что несколько раз было повышение тарифа, каждый из квартала к кварталу у нас шел рост собираемости. Я считаю, что надо при зарплате 10 тысяч повышать ставки, это неправильно. На мой взгляд, человеку неоткуда брать. Даже объекты возьмите туристические, они 3 месяца работают, а мы хотим, чтобы год платили. Другое дело, Тимур Иванович, ты правильно говоришь, а в Юнерге как хайрку баласа. Изи так уздраваться, а с гибелизм, а что город, где, брат, город Уралапсер, Хабалаги, районом, а городом. А без захмерца, я думаю, что нужна специальная бригада, которая ходила бы, отключала. Другое дело, первое, что государство должно делать, оно должно быть какое-то соотношение между работающими, пенсионерами и бюджетниками. У нас соотношение какое-то странное. Один человек работает, содержит 10 бюджетников и 20 пенсионеров. Так же не бывает. Мы должны предусмотреть, сократить. Посмотрите, слушайте, в Гугле все это есть. На 250 тысяч населения зачем столько министерств и ведомств? И в каждом министерстве 10 замов, 20 помов, у всех служебные машины, бензин, солярка, и у того загрема зароб, а в шахшнину колор. Но есть же статистика на такое-то население 4-5 министерств. Больше нету нигде. Премьер-министр Дании, 5 миллионов населения, одно из высочайших уровней жизни, на велосипеде ездит на работу. 5 миллионов населения. Вот сейчас первое, что кто идет президенты, а брата Агана парламента Схайзав, какая у него программа по энергетике, какая программа по управлению страной, оптимизация производства нужна. Ты же экономист, хорошо это знаешь. Без оптимизации ты можешь в кармане иметь 10 рублей, жить на 20 рублей. То, что год назад обсуждалось, понятно, что надо было там, наверное, какую-то работу провести, что-то там с чем-то склеить, слепить, и чтобы какой-то результат получился. Я думаю, никто из нас сейчас не сомневается в том, что восстановление ГЭС, вообще, да, насколько это глобальный процесс. В наших условиях, вопрос касаемо перепадных, я думаю, что даже само государство там по году, да, в 2 года одну перепадную могло бы своими силами, своими усилиями восстановить, но этого тоже не происходит. Даже если мы будем там планировать о каких-то инвестициях местного уровня, там есть, наверное, какие-то определенные организации, которые могли бы взять и какую-то перепадную, образно говоря, отремонтировать. Хотим просто понимать, какие планы на эти перепадные. Если сегодня бы около 130 мегаватт, эти 3 перепадные, которые могут давать, они у нас были бы, мы понимаем, что восточную часть мы могли бы покрыть, а дальше уже думали бы о перетоках касаемо этой части Абхазии. Поэтому скажите вообще, что там за договоренности были, оно остановлено или оно в перспективе еще есть какие-то переговорные процессы, да, хотим, чтобы наших коллег тоже проинформировали, пожалуйста. Если говорить в киловаттной части, то 120 мегаватт это порядка 350 миллионов киловатт-часов в год. Средняя годовая выработка 3 перепадных. Ну, для сравнения, мы уже привыкли, да, дефицитом измерять как бы объемы. Это половина нашего годового дефицита. Безусловно, это самые крупные, так скажем, малые ГЭС, да, имеющиеся у нас на сегодняшний день. Было 2 коммерческих предложения, вот они у меня, кстати, я взял их с собой. Одно поступило в июне месяце этого года, одно поступила последняя, так скажем, редакция, редакция договора поступила в ноябре этого года. Все это время работа над этими договорами идет. Вот эта редакция уже 2-я.
то есть вот в ноябре месяце мы от компании Терминал Энерго, это вот то, о чем вы вспоминали в своем интервью, да, без привязки. Мы же говорим просто, вот, на сегодняшний день мы ждем финального технического заключения от Черноморэнерго, и у нас уже и к этому проекту будут ряд серьезных замечаний, которые мы направим инвестору. Вот в таком ключе идут обсуждения. Второй проект – это ООО ПГС-2. У нас в селах у всех теплые полы. Все перешли на электроэнергию. А взяла все равно. Вот эти цветцы, собственно, это грара один корабжи год, а дружба по амчав харячу. Стабха пщиках шкуйма помчается зумор. А привезенто дала гида. То есть мы же можем предложить, сегодня есть печи, которые на гранулах, да, гранула стоит тонна 6 тысяч рублей, тонна. И государство может же закупить, принести, предложить. Вот я помню, после войны телевизоров не было, Владислав Григорьевич купил радио, и мы раздавали сельчанам радио, чтобы они новости слушали. Вот так можно же какие-то альтернативные вещи, легкие, чтобы крестьянам удобнее было. Амчапхара гизлым, что выгизлым, что гранулы привезти, печки привезти, ну, ветряные мельницы привезти, они же есть от 100 Вт, киловатт. Ну вот он план. Мы же говорим, есть план развития. Вот план развития. Нужны деньги, и мы начинаем полномасштабно восстанавливать свою отрасль. Пошли дальше, понимая, что такой глобальный проект мы реализовать пока не можем, разработали план реновации. Уже менее, так скажем, амбициозный проект, уже на значит, приблизительно на 6 миллиардов рублей. Но это мероприятия, которые приведут нашу отрасль в рабочеспособное состояние. 6 миллиардов рублей. Пользуясь случаем, спросите у специалистов, в каком состоянии техническом находятся наши подстанции, опоры, передающие, оборудование. Шахов, Швейн, Карл Валерьевич, все, значит, технические процедуры по данному вопросу выполнены с нашей стороны. Еще в начале октября месяца направлены соответствующие заявки в Минэнерго Российской Федерации. Вот. Какого-либо подтверждения, официального подтверждения, что в рамках запланированного объема социального перетока в размере 327 миллионов киловатт-часов в 2025 году, что мы его получим, пока еще официально никакой информации нет. Мы ждем. Скажите, пожалуйста, вот в интернете была информация, что Николай платил за переток до 1 января, соответствует ли это действительно? Я с большим уважением к Николаю Владимировичу хочу проинформировать, что речь идет о том, что Николай Владимирович проплачивает задолженность по налогам, которая в свою очередь перенаправляется на значит, оплату перетока, за что Николаю Владимировичу большое спасибо, безусловно. И любая помощь в нашей ситуации, она бесценна. Мы весь день совещались по сложившейся ситуации, думали, каким образом парламент Абхазии может повлиять на существующую ситуацию. Вы знаете, основной инструментарий парламента – это принятие законов и изменение тех или иных норм. Вы знаете, что мы до этого принимали нормы, ужесточающие ответственность за добычу криптовалюты. Но, к сожалению, эти нормы так и не сработали. Сегодня депутаты совместно с соответствующими, значит, службами парламента разработали проекты, которые касаются ужесточения, значит, норм, связанных с добычей криптовалюты, а также норм, связанных с запретом на осуществление майнинга криптовалюты на территории Республики Абхазия. Было принято решение о проведении внеочередного заседания сессии парламента
Уважаемые коллеги, нам нужно это решение утвердить. Кто за то, чтобы провести внеочередное заседание сессии парламента? Единогласно. Кто против? Кто воздержался? По проекте постановления о запрете на осуществление майнинга криптовалют. Мы рассмотрели на комитете этот вопрос, в комитете поддержан был этот данный законопроект о запрете на осуществление майнинга криптовалют. Но я сейчас, наверное, не буду весь законопроект зачитывать, Мухзарович. Да, он уже есть у всех. Здесь основные то, что ответственности за майнинг криптовалют, за осуществление добычи майнинга криптовалют, оборудования, использования рекламы устанавливается законодательством Республики Абхазия. Контрольные функции за исполнением данного настоящего закона возлагаются на Министерство внутренних дел Республики Абхазия и Государственный комитет по Республики Абхазия по стандартам и потребительскому и техническому надзору. Надзор за исполнением законодательства в сфере запрета майнинга криптовалют возлагается на Генеральную прокуратуру Республики Абхазия. Это вы по второму проекту вкупе их называете просто, да? Нужно по ужесточению ответственности тоже. По ужесточению ответственности тоже вот сразу этот данный законопроект. Здесь надо будут меняться статьи. Зачитайте прям да. 231, 210. Статьи внести в Уголовный кодекс Республики Абхазия от 10 января 2007 года за номером 1555 ЕС, 12 сборник законодательных актов Республики Абхазия от 2007 года номер 29, статья 5, 2008 года номер 33, статья 64, много статей здесь. Сейчас после части 2 статьи 186 дополнить частью 2 следующего содержания. Перемещение через таможенную границу Республики Абхазия устройств для добычи криптовалют, их составных частей и элементов наказываются лишением свободы на срок от 1 до 3 лет с конфискацией оборудования и используемого для осуществления деятельности по добыче криптовалют. Статью 210 изложить в следующей редакции. Присоединение к электрическим сетям, а равно потребление электроэнергии в большом объеме для осуществления деятельности по добыче криптовалют наказывается лишением свободы на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют. Большим объемом потребляемой электроэнергии в целях настоящей статьи признается суммарное потребление электроэнергии, подключенным к электрическим сетям, оборудованием, используемым для осуществления деятельности по добыче криптовалют в размере, не превышающем 30 киловатт. Для целей настоящей статьи оборудование, используемое для осуществления деятельности по добыче криптовалют, являются вычислительные машины и их блоки, предназначенные и используемые для осуществления деятельности по добыче криптовалют. В части 2 статьи 96 слова, находящиеся в ведении единого оператора, передающих или распределительных сетей, исключить. После статьи 96 дополнить статьей 96.2 следующего содержания. Оборот устройств для добычи криптовалют и их составных частей и элементов, оборот устройств для добычи криптовалют и их составных частей и элементов до 5 единиц устройств влечет наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей и конфискацию оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют и их составных частей и элементов. Свыше 5 единиц устройств влечет наложение штрафа в размере 20 тысяч рублей за каждую единицу и конфискацию оборудования для осуществления деятельности по добыче криптовалют и их составных частей. У нас сегодня рамочного не было в этом плане закона, да, мы прописывали раньше, если помните, именно наш созыв парламента вообще выводил возможность законного майнинга, скажем так, за рамки, то есть это было уже невозможно, но за исключением тех гидроэлектростанций, да, которые не входили в систему Ингургэс. Сегодня уже получается, что даже на этих мощностях майнить законно не позволяется уже.
А если говорить по рамочному, то тут описана сфера действия, описан, собственно, запрет на осуществление майнинга и ответственность определенная устанавливается, да, она, естественно, на всей территории. Надзор за исполнением законодательства в сфере запрета майнинга криптовалют возлагается на генерального прокурора Республики Абхазия. Ну, для первого чтения, я считаю, в любом случае здесь все достаточно понятно и работать с этим можно. Для первого чтения, я считаю, так. Да. Полностью полный запрет на территории Республики Абхазия. Все понял. Сторонники этой идеи, они прежде всего говорят о том, что с помощью этого только можно бороться с оборотом, потому что иначе все майнеры, которые у нас будут находиться здесь в стране, они будут формально объявляться, что вот они будут использоваться, да. Если вопросов нету, мы будем, значит, ставить вопрос на голосование. По первому вопросу, значит, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере осуществления майнинга. Прошу голосовать. Кто против? По первому вопросу о запрете за. Кто против? Кто воздержался? Вопрос прошел в первом чтении.